والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Следующий хадис от Абдулла ибн Мас'уда, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Инна мимма адрака насу мин калами нубувати л-ула, ин лам тастахи, иза лам тастахи, фасна' ма ши'т». То, что застало людей, или что застали люди из слов первого пророчества, это слова: «Если ты не стесняешься, тогда делай, что хочешь». Хадис этот привел имам аль-Бухари, рахмауллаху та'аля. Так сказано «мимма», то есть из тех вещей, которые, как часть, которые дошли до людей из слов ранних пророчеств, то есть те пророки, которые были раньше, до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, еще. Это вот эти слова. До людей дошли. О каких людях идет здесь речь? Речь идет о временах джахилии, то есть до прихода Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, у людей джахилии, у людей невежественных, и сохранились еще какие-то остатки вот того знания от ранних пророков. И среди этих знаний вот это знание, какое знание? «Иза лям тастахи, фасна' ма ши'т». Если не стесняешься, то делай, что хочешь. Как понимать эти слова? Братья, два понимания есть у этих слов. Первое понимание: если не стесняешься, делай, что хочешь, это слова порицания, укора. То есть, если у тебя нет стыда, ну делай тогда уже, что хочешь. Смотрите, это угроза, это порицание и угроза. То есть, ты пропащий человек, делай тогда, что хочешь, если нет у тебя стыда. Второе понимание это сообщение о том, что если ты, делая что-то, не испытываешь стыда и не мучает тебя совесть, значит, это указание, признак того, что, значит, ты поступаешь правильно. Тогда делай это, делай то, что ты хочешь. Понятно? Это второе понимание этого. То есть первое это для чего? Для угрозы, а второе понимание это, наоборот, дозволение. То есть если ты делаешь что-то, не испытываешь угрызения совести, сердце твое спокойное, значит что? Значит все в порядке. Это признак того, что ты поступаешь правильно. Как в хадисе говорит пророк, алейхиссалату вассалам: «Аль-бирру матманнат илейхи ан-нафс, ватманна илейхи аль-кальб». Благочестие – это совершение чего-то, когда спокойна твоя душа и спокойно твое сердце. Итак, два понимания. Какое из них правильно? Оба понимания являются правильными на самом деле. Хорошо, оба понимания, они имеют свое основание. Какие выводы мы сделаем, братья, из этих двух хадисов? Хадис Ибн Умара до этого и вот этот вот хадис. Ну, во-первых, мы скажем, что иман, он имеет ответвления. Иман, вера, имеет ответвления, имеет части, имеет проявления. Откуда мы берем это? Аль-хая, шурбату мин аль-иман. Или первый хадис, что? Аль-хая мин аль-иман. Да? Стыдливость это из веры. То есть вера, она имеет определенные составляющие, определенные качества. Одно из них это хая, стеснительность. Дальше эти два хадиса побуждают нас к застенчивости, побуждают нас к стеснительности. Но только если это не малодушие, не трусость. Порицаемая застенчивость, порицаемая стыдливость, порицаемая стеснительность. Нет. Другой вот из этого хадиса, что иман, вера, дает благие плоды человеку. В частности, плод этого, что? Это стеснительность. Если человек верующий, у него появляется стеснительность. Стеснительность, застенчивость – это похвальное качество, любимое Аллахом Субхану ва Тааля. Это из плодов имана. Другой вот из этого хадиса, посмотрите, люди наследовали друг от друга из поколения в поколение какие-то слова, которые остались из ранних пророчеств. Откуда? «Инна мимма адрака насу мин калами нубувати л-уля», то, что застали люди из слов ранних пророчеств. Другой вывод из этого хадиса: если какие-то слова, какие-то изречения, они указывают на благое, тогда уделять внимание этим словам и передавать эти слова, цитировать их, это хорошо. Потому что, смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, подтвердил эти слова. Хорошо? Это значит, придал значение этим словам здесь. Если ты не стесняешься, то делай, что хочешь.
Другой вот из этого хадиса. Если ты совершаешь какое-то действие, и совесть твоя при этом спокойная, не испытываешь каких-то угрызений, колебаний внутри, то это признак чего? Что значит ты на правильном пути. Хорошо? Значит, это что-то дозволенное. Но, скажите, всякое ли дозволенное делать хорошо или нет? Не всегда. Дозволенное иногда делать хорошо, иногда делать это нехорошо. Может быть, дозволенное сделать какое-то что-то, нечто дозволенное, а это ваджиб, стать ваджибом. Как, например, ношение одежды это дозволено. А если тебе нужно прикрыть свой аврат, чтобы совершить намаз, то это ношение одежды, покупка одежды, это будет уже что? Ваджиб. Иногда может быть совершение чего-то дозволенного макругом, нежелательным. Иногда может быть даже что? Может быть харамом. Иногда может быть что-то желательным, в зависимости от того, к чему это приводит. Другой вот из этого хадиса, если человек не стесняется, тогда он поступает с людьми, нисколько не задумываясь о том, что он делает. Вот это вот отсутствие стыда заставляет человека вести себя с людьми, как ему заблагорассудится. Это очень порицаемо, это очень скверно. Ты должен учитывать то, как ты ведешь себя с людьми, чтобы тебе не обижать людей, что беспричинно, чтобы тебе не проявлять неуважение к ним, потому что как ты относишься к людям, так относятся к тебе. Потому что это признак имана. В своих словах, в своей одежде, в своем поведении, в своем обращении с людьми, в оборотах, которые ты используешь, тон твоей речи. Во всем этом ты должен стесняться людей, проявлять застенчивость. Это из имана. Мы приводили с вами примеры. Хорошо? До этого. В чем может заключаться проявление отсутствия застенчивости у человека? Другой из этого хадиса, что какой-то может быть хадис, или может быть какой-то аят, который может иметь два понимания. И оба понимания будут правильными. Как здесь? В данном случае два понимания, оба являются правильными. И еще один вывод, что нечто может, какая-то фраза, иметь форму приказа, хорошо, но на самом деле подразумевается здесь не приказ, а сообщение. Откуда мы берем это? Если не стесняешься, то делай, что хочешь. Это как бы приказ. Но на самом деле что имеется в виду? Сообщение. Да? Сообщение. Указывающее на что? Что если человек не испытывает угрызений совести, значит он на правильном пути, значит это можно делать. Или что? Указывающее на то, что мы сказали, на порицание. Как в аяте. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ. И сказали те, которые не веруют, тем, которые веровали, последуйте за нами, и да понесем мы ваши грехи. Это приказ. На самом деле, это не приказ, а что такое? Сообщение. То есть, могут быть такие аяты и такие хадисы, которые звучат в форме приказа, но на самом деле, они что? Не приказ, а что? Сообщение просто, повествовательную форму имеют. И просим Аллаха Субхану Тааля, чтобы Он избавил нас от всех дурных нравственных качеств, украсил нас благими нравственными качествами, сделал наш внутренний облик прекрасным. Как сделал Он прекрасным наш внешний облик, и устроил нас внешне прекрасными, так, чтобы Аллах Субхану Тааля сделал нас прекрасными изнутри. Ва саллаллаху салям аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин. Алхамдулиллахи раббил алямин. Ва джазакумуллаху.